привет из якутской деревни. Сегодня будет интересное видео. У нас отключили свет, поэтому, друзья, я сегодня с вами. Я знаю, что я пропала, извините. Я вот только ради тех, кто комментировал, кто ждал следующее видео, смогла сегодня побороть свой перфекционизм и выйти как есть. Даже в доме особо не убиралась, поэтому, ребята, смотрите, я думаю, будет интересно, но не идеально. Начинаем. Входная дверь. Все как обычно, просто коврик появился. А изменения начинаются вот прям с порога. Помните, здесь раньше был платяной шкаф, его наконец убрали. И это здорово. Стало сразу просторно. Вот прям посмотрите как. Поставила широкий угол, чтобы вам были видны изменения. Напомню, что я особо тоже не убиралась, поэтому не смотрите, там кое-где будет бардак. Вот, упс, упс. Привет, Джулус. Ну чё, сходил за меченой, Дуняш? Да, они пошли обедать. Телефон. Вот уже как 2 часа нет света. Вот, мне очень нравится этот простор. И самое главное изменение, которое появилось в этом году, это полы. Дедушка с Гошей, с Петиным братом, поменяли во всем доме полы. Теперь здесь линолеум, и вот так легко мыть, и это прям чудесно. Эти доски все канули в прошлое. Сейчас очень удобно, комфортно. Остались небольшие недоделки, ну, плинтуса, но это дело времени. Посмотрите, перегородки тоже изменили. Помните, раньше здесь по центру был вход, а теперь сбоку. И это на самом деле очень удобно, потому что раньше, вот когда был прямой вход, грязь таскалась гораздо больше на полу. Вот Рана Егоровна же просила красиво вот здесь вот так все закрыть. Наша деревенская антенна. У кого такая же, пишите комментарии. Вот так должно быть. Да. Угу. Так гораздо уютнее, да, смотрится? Вот. Это наша прекрасная, огромная печь. Так, ну чем осталось? Перегородки. Перегородки, они из фанеры, и теперь они высокие. Раньше были низкие. Вот. Их заклеили обоями. Прекрасно. Вообще здорово. Все, что здесь есть в интерьере, выбирала Матрёна Егоровна. Она, кстати, сменила шторы. Раньше были те из нашей старой киевские шторы с птичками белые. Она их сменила вот на такие полупрозрачные тоже. Та же тема, на самом деле. Райские птички на ветвях. Очень симпатично. Вот буквально вчера мы повесили картины. Вот. Мне очень нравится эта стена. Так, идемте покажу нашу спальню. Так. Тут особо изменений нет, кроме как... Привет. Кроме как перегородки. Теперь Данил не может забираться так высоко. Он приедет, может, покажет. Может, все-таки заберется. А может, это не умеет? Да! Вот и Горшка так вырос. Вот главное изменение моего блога. Так. Да, сладенький. Я переставила это трюмо из этого темного угла вот сюда. И еще самое главное достижение — это вот розетки. Буквально недавно дедушка сделал. Это была одна единственная здесь розетка. А теперь здесь есть. И очень удобно заряжать. Мы включаем наш светильник. Тот самый. Очень старенький. Но мне он очень нравится по дизайну. Вот его включаем по вечерам и читаем книги, потому что у Егорки ритуал не может заснуть без этой книжки «Истории старого дерева». Очень хорошая, кстати, рекомендую, у кого есть дети. Ладно, отвлеклись. И еще одно изменение — это радиатор. Он просто обычный, на самом деле, конвектор, или как он называется правильно. Обогреватель. Его закрепили на стену, и он выручает
в дождливые дни включаем его, очень тепло. Лампочка все та же. Наш шикарный потолок. И ура! Бабушка и дедушка купили в эту комнату шкаф. Это очень удобно. Так, осталось только дедушке вот сменить электрику. Вот это все будет новое и будет красиво. Вот так же, как в следующей спальне. Так, это у нас сосед Джулус. С Егоркой играет. О, опять все разломали. Это, конечно же, кто знает, что это. Да, это алмазная мозаика. Кстати, в Якут... Это мы же. Да, по мотивам картин якутских художников. Это мы же. Чикачева. Мы А живем. это Аллахчин Хатун, хозяйка. Вот, ну, она вот так стилизована под Алукмаз, священное древо. И, конечно же, главная достопримечательность, которую охраняет ЮНЕСКО, это Ленские столбы. Вот. Мы с дедушкой установили, думаю, получилось симпатично. Вот прям заходишь и сразу видишь. Вот. Сахалы тематика. Так, идемте в спальню. Так, это да, мы вернули на место. Святая Матрона, Богоматерь, покровители нашей Матроны Егоровны, бабушки любимой. Так, здесь шкаф. Дедушки, а это Да. бабушки. Да, ну вот, постельки, ага. Там тоже еще не закончено. Это Дедушки. вышивка рук Матроны Егоровны. Ну, вообще все картины. Мама, это дедушки. Да, сладенькие, чуть-чуть потише. Хорошо? Мамочка записывает видео на YouTube, а вы кричите и мешаете. Чуть-чуть потише. Хорошо, сладкие? Чупа-чуп, спасибо. Вот. Вот раньше мы были на этой перегородке, прыгали. Теперь не получается так. Ну и дети выросли тоже. В общем, все, тоже радиатор. Угу. Вот такие изменения. И вот, ура! Тут, смотрите, даже целых 4 сделали розетки, чтобы у всех была зарядка. Вот там тоже есть розеточка. Выключатель. Это сайки, папа. Света нет. Угу. И вот такая огромная комната. Ну вот и все изменения. Кстати, не знаю, показывала я или нет, но, кстати, везде стеклопакеты. Раньше были старые-старые окна. И в прошлом, по-моему, году, или в позапрошлом их поставили. И прям шикарно. Душ, рукомойник. Там курятник. Кстати, вот земляничка растет. Тут все по-прежнему, только вот курятник разросся, я его попозже покажу подробнее. Кто помнит, здесь стоял сервант, который перекочевал сюда, и здесь вот сервиз из гжели, который активно мы используем, из него едим, он не просто стоит у нас. Вот, ну, я еще повторюсь, что стало очень просторно и классно, мне нравится. Зеркало повесили. Все, пойдемте на террасу, там не убрано, предупреждаю. Так. Так, поставили новый рукомойник, кстати. Вот так вот он действует. Так, вот видите, грязь. Так, здесь вот вода. Какой осадок. Ну вот помните, да, с водой у нас по-прежнему все так же обстоит. Собираем дождевую, иногда водопроводная, но она такая желтоватая с озера. Так, вот здесь у нас все таким вот образом. Морозильный ларь, он же гладильная доска. Диван. Вот, бадминтон. Так, вот. Кто помнит, что это из моих подписчиков из СНГ? Кто помнит, что это? Это якутский оберег, дейбир от злых духов. В каждом якутском доме, да, он висит при входе, чтобы вот прогонять злых духов. Тут, кстати, вот медальки еще. Это мы проводили соревнования здесь. И вот наши дети выиграли. Вот платяной шкаф. Сами его покрасили. Туда поставили обувную полку. И вот. Ну, тут, конечно, вообще все разрастается. Хотя я теплые пуховики унесла в амбар.
Кстати, про амбар. Вот он, наш прекрасный амбар. Так, а тут замок, да? Ага, ну, значит, будет следующее видео, где я покажу. Вы пока делаете ставки. Сохранился ли там порядок, который мы с Петей там навели в отдельном видео. Вот, да, напишите в комментарии, как вы думаете, дедушка поддерживал этот порядок или же там опять хаос и ужас? Что вам во дворе показать? Как обычно, разбросанные игрушки. Так, ледяная вода. Ее по-прежнему из этого булуса вытаскивают. Глыбы льда, которые заготовили еще зимой, в начале марта, феврале. Вот, вытаскиваем и пьем. Сейчас я попью водицы. Так, тут открываем. Смотрите, а тут, да. Вчера дедушка вытаскивал тут глыбы льда. А вода, конечно же, очень чистая. Смотрите, какая прозрачная. Ну все, идем в Хаспох. Хаспох — это летняя кухня. Здесь изменений особо нет, кроме того, что Роман Петрович наконец провел электрику, такую, которая должна быть. То есть все время было все на удлинителях, и Матрёна Егоровна очень ругалась. Опс. Вот так тут все было. А сейчас поставили розетку. Боже мой. Боже мой. Да, если бы был свет, вы бы увидели. Вот там розетка. Раз лампа. Два лампы. Ну и пока нет ламп. Тут все по-прежнему. Вот так. Вот так. Видите, мы не убирались, ребята. Все по чесноку. Все как есть. Вот опять-таки собираем эти скорлупки опять для куриц. Разделяем мусор. Вот тут, кстати, прохладно. И очень приятно здесь находиться в самую жару. А жара была, да, такая настоящая в этом году. Сейчас уже жара спала. Сегодня всего 25-26. Ребят, хотела показать, я недавно пользовалась этой древней чугунной вафельницей. Это вообще, она такая тяжелая. Вот, смотрите. Я на ней пекла сначала безглютеновые вафли для себя, потом обычные с пшеницей, ну, из обычной муки для всех остальных. И я вообще угорела. Настолько жарко было, такая жара стояла. Я это делала в Хазблоке, не здесь, надо было здесь, но здесь не ловит интернет, поэтому... А я смотрела фильм и готовила. Вообще угорела. Вообще жуть. Но мне очень нравится этот формат. Вафель, во-первых, вкусно, хотя тесто как на оладушке. Во-вторых, и самое важное, это то, что это чугун. Реал самый лучший, который после прокаливания, самый экологичный. Я вот хочу в Алматы. Я вот думаю в Алматы найти тоже вафельницу из чугуна, ну или хотя бы сковородку, потому что я читала, что тефлон и прочие очень вредны с покрытиями сковороды. Вот такое вот чугунное, это прям самое то. Полезно. Так что, ребята, алматинцы, если вы хотите продать чугунную вафельницу в хорошем, в отличном состоянии, то я у вас ее куплю. А также классную сковородку универсальную, небольшого размера, среднюю. Если хотите мне продать, то напишите в комментарии. Кажется, если я не ошибаюсь, то это Эдельвейс. Его подарила Матрёнина сестра Анчик. Вот младшая сестра, которую мы ездили недавно гостить в Мугудай. Какой красивый цветок, и мы прямо ждем, когда он расцветет. Очень красивый, вот его посадила Матрёна Егоровна, и все переживала, что он плохо перенес дорогу. Но
Держим пальчики, чтобы все было хорошо, чтобы прижился, чтобы ему здесь понравилось. Кстати, быстренько покажу мини-огород, который есть. Уже тоже появился, его же не было. Вот свекла. Кстати, с ботвой будем скоро делать борщ. А укропчик, что это, петрушка, кажется, и морковка. Ну, в прошлом году очень такой скромный урожай был. Морковка была такая тоненькая, как мизинчик. Поэтому особо мы не ожидаем и большого урожая. А вот картофельное поле. Вот соседи тоже рядом. Вот. Но меня уже не будет, когда будет собирать урожай. Совсем недавно скосили сено и все увезли. Сегодня у нас какое? Конец июля. Вообще в деревне я не знаю, какой день недели, какое число. Поэтому, ну, скажу наугад. Сегодня 25 июля. О, заходишь, и такая прохлада в доме деревенском. Вообще обожаю. Я хочу виноград. Виноград? Да. В деревне не растет виноград. В якутской деревне не растет виноград. Ну все, дорогие, я хочу с вами попрощаться. Мне было очень приятно с вами увидеться. И я уже предвкушаю комментарии от моих любимых постоянных зрителей. Вот, ребят, пишите комментарии, спрашивайте, я постараюсь поотвечать в первые часы дни обязательно всем. Я хочу тортик. Тортик, хорошо, сейчас. И, пожалуйста, поддержите меня лайками, шерингами, комментариями, потому что я опять залезла в свою ракушку, и мне очень сложно делиться своей жизнью. И из Инстаграма, из всех соцсетей я опять-таки пропала. И думаю, мне надо возвращаться на YouTube. Хотела рассказать вам небольшие новости о том, что я делаю, но это, наверное, уже в следующем видео, если оно будет.